что мы уже увидели, это, конечно, впечатляет. Особенно замечательная экспозиция, которую мы здесь посмотрели, потому что она дает представление не только об истории, но и о перспективе региона. И понятно, что для того, чтобы сложить полноценную картинку, надо побывать и на севере, и на западе, и на юге, и на востоке республики, потому что они кардинально друг от друга отличаются. И нам это уже тут и объяснили, и показали, и поэтому надо это и понять, и прочувствовать. Вот. Замечательный объект, который имеет право претендовать на лучшие награды в сфере туризма. Не все могут похвастаться таким объектом. И по наполняемости, и по техническим условиям, которые здесь использованы. Поэтому очень достойное и интересное место. Вы такая уникальная совершенно территория Российской Федерации, уникальный абсолютно регион, мало того, что составляющий там огромную часть территории вообще нашей великой страны. Вы вот эту уникальность в парке, мне кажется, показали просто в полном объеме. Я вообще человек, интересующийся историей, мифологией, сама историк по образованию, и поэтому все, что здесь вот было сегодня в течение экскурсии, для меня чрезвычайно интересно. Интересно как фактаж, контент интересен самой экспозиции, так и интересен метод, инструмент подачи. Да? И я даже подошла к вашим коллегам и спросила, а можно ли где-то этот контент еще посмотреть, кроме как в вашем парке. К сожалению, пока ответа не получила, но на самом деле мне бы очень хотелось приехать, например, в Удмуртию и там где-то по ссылочке пройти и показать ребятам многие части экспозиции. Я считаю, что музыкальное сопровождение, видеоконтент, который сегодня был, это то, как нужно продвигать историю, древнюю историю, мифологию того или иного народа. Потому что когда сидишь здесь, во всяком случае, в этом зале, были моменты, когда просто такие мураши хорошие по коже идут, да, а это именно то, что сегодня, наверное, музей и делает, да, то есть дает впечатление, дает эмоцию хорошую, которая точно не забудется. Сколько бы лет ни прошло, я буду помнить сегодняшний поход в этот парк и то, что сегодня показывали. Вообще удалось, с моей точки зрения, совместить современные методы, современный формат подачи материалов и такой уникальный, с таким хорошим культурным слоем, так скажем, содержанием, контент. И, конечно, меня совершенно, была очень хорошая поставлена, мне кажется, не точка, а многоточие такое хорошее было поставлено, когда, корабли бороздят просторы уже теперь с Якутска, наверное, через лет 200. Так, это хорошо, когда есть с одной стороны уважение, знание своей истории и полет в будущее. Я сам с Волгограда, у нас тоже есть похожий парк, но у вас больше, он двухэтажное здание, красивое, современное, очень хорошие экспозиции, и интерактивные, и музейные экспонаты есть, поэтому рады, что смогли сегодня поучаствовать, посмотреть, спасибо за приглашение, и действительно, это важная история, которую надо передавать из поколения в поколение, приводить сюда школьников, детей, чтобы они видели мощь, силу республики, страны в целом, и, конечно, благодаря таким паркам мы сохраняем историю, передаем ее. Пусть все получается, новых хороших экспозиций, хороших новых открытий для того, чтобы можно было их показать
показать людям, показать тем, кто приходит к вам сюда. Успехов вам и развития! Это одна из самых больших республик, а именно за совершенно непродолжительное время, самая большая, как нам вчера рассказали, за непродолжительное время мы смогли узнать и историю, и географию, и я считаю, что объехать невозможно за эти 3-4 дня, в которые мы будем здесь пребывать с делегацией, а вот именно за час мы узнали очень много, и я считаю, что ради одного этого парка стоит посетить на одном дыхании. Очень вам желаем успехов. У нас в Севастополе пока такого парка нет, но, пользуясь случаем, мы еще хотим вас поздравить со столетием республики, пожелать действительно быть житницей, кузницей, здравницей, и побольше вам туристов, и развивайте это направление в дальнейшем.